10 июля основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон и председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, в районе Сино Душанбе открыли эстакаду. Эстакада построена в рамках реализации проекта улучшения состояния региональной автодороги Душанбе-Турсунзаде, участок дороги от пересечения улицы Сино и проспекта Исмаила Самани до западных ворот Душанбе. В рамках проекта работы по реконструкции дороги выполнены с учетом строительства трехъярусного перекрестка, строительство дороги с мостом на двух ярусах с двух сторон проспекта Нусратулу Махсума и проспекта Сино. Было сообщено, что протяженность дороги от пересечения проспекта Сино до западных ворот столицы составляет 4,9 километра. Ширина дороги доведена до 68 метров, а до западных ворот Душанбе было построено 8 полос главной дороги. Наряду с этим также построены 4 дополнительные полосы для общественного транспорта, что в дальнейшем обеспечит беспрепятственное движение всех видов транспорта в этом направлении и устранит образование пробок. В рамках строительных работ также выполнены реконструкция подземной инженерной системы, в том числе питьевой воды, отопления, линии связи, газа, современного освещения, троллейбусного маршрута, озеленения скверов и аллей, а также ряд других мер. Движение транспортных средств на трехъярусной дороге будет регулироваться дорожными знаками. Наряду с завершением других строительных работ в рамках проекта эстакады также созданы фундаментальные наземные и подземные подпорки для укрепления стен. Лидеры нации, уважаемого Эмомали Рахмона, проинформировали, что для завершения строительных работ была привлечена современная отраслевая техника. Контроль за качеством фундаментальных работ постоянно осуществлялась международными и отечественными экспертами. В течение строительства на этом транзитном объекте рабочими местами и хорошей заработной платой были обеспечены более 200 человек, из которых около 80% составляли местные опытные специалисты. Следует отметить, что осуществление проекта будет способствовать беспрепятственному передвижению транзитного, общественного и грузового транспорта, а также обеспечить безопасное движение пешеходов на этом участке. Такие многоярусные дороги в Таджикистане были построены впервые. Проект был реализован правительством Республики Таджикистан и Европейским банком реконструкции и развития и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций. Заказчиком проекта является Министерство транспорта, Центр реализации проекта по реконструкции дорог, а подрядчиком компания Xinjiang Communication Construction Group Китайской Народной Республики. Контроль за качеством работ в этом проекте был возложен на испанскую консалтинговую компанию Эптиса. В соответствии с проектом полностью обновлен перекресток проспекта Сино, где раньше был возведен памятник Абу Али ибн Сино. В ходе ознакомления с объектом лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, дал высокую оценку строительным работам, проделанным в соответствии с мировыми стандартами и на высоком качественном уровне, и напутствовал ответственных лиц на благоустройство окрестностей и дальнейший уход за современным объектом, поскольку по утверждению главы государства эти дороги должны долгие годы служить народу. В рамках осуществления проекта улучшения состояния региональной дороги Душанбе-Турсунзаде участки дороги от пересечения улицы Сино и проспекта Исмаила Самани до западных ворот города Душанбе, ранее в 82-м микрорайоне столицы президентом страны уважаемым Эмомали Рахмоном и председателем города Душанбе уважаемым Рустами Эмомали также была сдана в эксплуатацию такая же эстакада. Строительство этой эстакады началось 22 июля 2016 года при непосредственном участии главы государства уважаемого Эмомали Рахмона. И тогда президент страны дал конкретные указания поручения заказчикам и подрядчикам объекта, чтобы строительные работы были завершены на высоком качественном уровне и в намеченные сроки. Объект был построен за 2 года на высоком качественном уровне и сдан в эксплуатацию в дни празднования 27-й годовщины государственной независимости страны. Этот перекресток также состоит из 3 ярусов и кольцевой дороги. На 3-м уровне с восточного направления на запад проложен мост протяженностью 123 метра и шириной в 25 метров. В рамках проекта строительства эстакады также для пешеходов создан 5-подземный переход общей протяженностью 236 метров. Успешная и качественная реализация коммуникационных проектов, создание железных и автомобильных дорог, туннелей и мостов имеет важное значение для достижения одной из основных стратегических целей правительства Республики Таджикистан, а именно выхода из коммуникационного тупика. Начало рабочей поездки премьер-министра страны Кохира Расулзада в города и районы Хатлонской области началось с ознакомления с ходом строительных работ и восстановлением жилых домов, пострадавших от стихийного бедствия 14-16 мая текущего года. В ходе ознакомления Кохир Расулзада дал конкретные поручения и указания ответственным лицам соответствующих государственных органов по своевременному качественному завершению строительства жилых домов населения, пострадавшего от стихийных бедствий в Хорасанском районе. Нужно отметить, что в ходе селевых потоков были полностью разрушены жилые
дома, сельскохозяйственные площади, автомобильные дороги, мосты и каналы. Для скорейшего устранения стихийных бедствий и восстановления пострадавших селений со стороны правительства страны был создан постоянно действующий штаб по устранению возникших проблем. Кроме того, для создания нового жилого поселка была выделена определенная площадь земель. Наравне с сооружением новой инфраструктуры здесь также активно уделяется внимание строительству ряда вспомогательных объектов различного назначения. Из числа образовательные и медицинские учреждения, восстановление дорожной, водной и линии электропередач. Премьер-министр страны обязал ответственных лиц до 15 августа текущего года сдать в готовом виде все жилые объекты, построенные для жителей пострадавших селений от стихийных бедствий данного района. Далее Кохи Расулзода ознакомился с ходом строительных работ на автомагистрали Душанбе-Бухтар. Во время ознакомления премьер-министр дал высокую оценку ходу строительных работ. Затем рабочая поездка Кохира Расулзоды продолжилась ознакомлением разработки и реализации нового проекта гидроэлектростанции Нурек и строительства ряда объектов различного назначения. Нужно отметить, что 20 марта 2019 года при участии главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона, был задействован новый проект по разработке и реализации деятельности гидроэлектростанции Нурек. На сегодня путем активной деятельности специалистов сферы путем привлечения необходимой техники реализуется данный энергетический проект страны. Как было сообщено, до декабря месяца текущего года один из агрегатов проекта будет полностью реализован и сдан в эксплуатацию. В ходе рабочей поездки Кохи Расулзода также ознакомился с деятельностью производственного предприятия по выпуску мебели, пластиковых окон и дверей, центра по обслуживанию, цеха по производству прохладительных напитков, где постоянными рабочими местами охвачены более 40 человек из числа местного населения и отходной зоной. Нужно отметить, что в городе к предстоящей знаменательной дате 30-й годовщины Дня государственной независимости страны и объявления 2019-2021 года годами развития села, туризма и народного ремесла было намечено сооружение более 193 объектов различного назначения. До сегодняшнего дня 77 из вышеуказанных объектов были своевременно выполнены и сданы в эксплуатацию. Путем открытия ряда новых объектов появилась возможность обеспечить постоянными рабочими местами более 200 человек. Далее в рамках рабочей поездки премьер-министр страны посетил и Яванский район и ознакомился с ходом реализации строительных проектов зданий исполнительного органа государственной власти, площадью государственных символов страны, детским дошкольным учреждением, спортивным комплексом, медицинским учреждением, многоэтажным жилым комплексом, промышленно-производственным предприятием по выпуску рабочих перчаток и детской одежды, восстановлением дорожного моста, животноводческой фермой и пахотными полями для развития сельского сектора. В ходе беседы с жителями района Кохи Расулзода отметил, что в нынешней ситуации распространения пандемии мы должны эффективно использовать каждую пять земли для выращивания различных видов сельхозкультур. В данном контексте необходимо увеличить картофельные поля и разработать тем самым план для реализации повторного сева. Исходя из этого, всем ответственным лицам хозяйствующих субъектов было поручено своевременно предпринять конкретные меры по поддержке и реализации личной гигиены, придерживаться советам и рекомендациям врачей, эффективно использовать приусадебные земли и своевременно исполнять необходимые указания и поручения. Предстоящим общенациональным празднованием в Яванском районе намечается сооружение сдачи в эксплуатацию ряда объектов социально важного характера, что, несомненно, в будущем сыграет роль в развитии и процветании любимого края. В 2019 году наряду с другими секторами экономики и социальной сферы республики Министерство энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан в рамках указаний поручений правительства страны выполнило ряд работ по реализации отраслевых программ для развития сферы и водных ресурсов республики, направленные на осуществление единой энергетической политики и эффективное использование водных ресурсов в стране. Кроме того, были достигнуты цели в направлении создания и реформирования производственного потенциала страны, была повышена эффективность использования водных ресурсов, развита инфраструктура отрасли и расширены экспортные возможности со значительными достижениями. Водно-энергетические и энергетические ресурсы в странах Северной и Центральной Азии являются первостепенным показателем качества жизни населения тех стран. Энергетика на сегодняшний день является одним из базовых отраслей экономики большинства стран мира. Таджикистан обладает уникальными ресурсами гидроэнергии, занимает по их запасам одно из первых мест в мире. Общий годовой потенциальный ресурсы гидроэнергии
энергии составляет 527 миллиардов киловатт-часов. Стоит отметить, что Таджикистану принадлежит ведущая роль комплексного использования гидроресурсов. На его территории формируется 64% всех водных ресурсов Центральной Азии, а располагаемые водные ресурсы республики составляют 69% от общерегиональных. Гидроэнергопотенциал Таджикистана в 3 раза выше, чем текущее потребление электроэнергии по всей Центральной Азии. При эффективном использовании этих ресурсов регион может быть обеспечен недорогой и экологически чистой энергией. Основной гидроэнергетический потенциал сосредоточен в бассейнах рек Пянч, Вахш, Кафырниган и Заравшан. Промышленно-производственное предприятие по выпуску велосипедов в городе Бохтар Хатлунской области является преуспевающим предприятием. Данное предприятие было создано в эксплуатацию в честь торжественной даты 30-й годовщины Дня государственной независимости страны. Здесь в промышленной зоне в основном выпускаются как детские, так и взрослые велосипеды. В рамках планирования в городе к намеченным празднованиям должны быть соорудированы и сданы в эксплуатацию 10 новых промышленных предприятий. Наряду с другими предприятиями также активно вносят свой весомый вклад и текстильно-промышленные предприятия. По словам ответственных лиц, за 6 месяцев текущего года со стороны промышленных предприятий города были произведены ряд продукции, отвечающих мировым стандартам качества. В промышленной зоне города Бухтар также развивает свою деятельность цех по производству мучных изделий общества с ограниченной ответственностью «Артез». Предприятие в основном занимается выпуском макаронных изделий. Предприятие оснащено новыми передовыми технологиями. Постоянной работой здесь охвачены порядка 15 женщин и девушек. Другое предприятие общества с ограниченной ответственностью ОСИОМ занимается выпуском 10 наименований мороженого изделия. Здесь активно трудится 20 человек из числа местного населения. «Таджики» — это книга, в которой приведены примеры таджикской эпохи Возрождения. Книга «Таджики» — факел, который пролил свет на темные и забытые страницы истории таджикского народа. Следует отметить, что с 1956 по 1977 годы Бабаджан Гафуров возглавлял Институт востоковедения Академии наук Советского Союза, который в этом году отметил свой 200-летний юбилей. В этом мировом храме востоковедческой науки проявились его способности как организатора науки, инициативность по разработке различных концепций изучения истории и культуры народа Востока, организации различных общесоюзных и международных научных симпозиумов по проблемам востоковедения. Нужно отметить, что Бабаджан Гафуров доказал, что у таджиков богатая культура, литература и древнейшая история. Его монографии, посвященные истории таджикского народа, стали бесценными научными трудами для последующих поколений. В комплексной фундаментальной работе под названием «Таджики» автор доказал всему миру значение вклада наших предков в историю и цивилизацию человечества. Действительно, книга «Таджики» — это синтез результатов всех его исследований.